Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Камши-Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Государственная поддержка аграриев Абхазии продолжается. 60 единиц техники сельчанам. Музей Дмитрия Гулия закрыт на капитальный ремонт. Работы проводятся за счет средств госбюджета. Масштабные дорожные работы стартовали в Очимчире. 11 человек пострадали в результате атаки украинских беспилотников в поселке Новая Адыгея, сообщает информагентство «Адыгея сегодня». Глава Адыгеи Мурат Кумпилов вернулся из командировки и посетил место атаки. Он осмотрел поврежденный многоэтажный дом и прилегающую территорию. Затем провел совещание с представителями силовых структур, членами Кабмина и руководством Тахтамукайского района. С места событий репортаж Евгении Федосеевой. После ночной массированной атаки беспилотников аул Новая Адыгея в центре внимания всех служб и органов власти республики. В эпицентре оказался жилой комплекс «Виноград-2». В первую очередь в глаза бросаются покореженные фасады домов и сгоревшие автомобили. Сейчас территория оцеплена. Здесь продолжают работать следователи и криминалисты. Ударной взрывной волной задело 13 многоэтажек. В основном речь идет о выбитых стеклах, но не исключено, что где-то и сама конструкция домов получила повреждения. В результате всех жителей пришлось эвакуировать. Без пострадавших тоже не обошлось. Таких 13 человек. 9, в том числе 2 детей, были госпитализированы. Но главное, нет погибших, подчеркнул глава республики, который рано утром приехал на место ЧС. После быстрого осмотра здесь же провел выездное совещание с участием представителей силовых структур, членами Кабмина, администрации Тахтамукайского района, ресурсоснабжающих организаций. Мурат Кумпилов отметил, что оценку ущерба нужно провести максимально оперативно. Сейчас зима, и с восстановительными работами тянуть нельзя. Пригласите всех застройщиков по республике, разделите объемы работ, значит, каждый дом вытягиваем по каждому направлению, чтобы быстрее все реализовать, чтобы люди вернулись к обычной жизни. Следующая точка посещения – пункт временного размещения на базе отдыха «Шапсук». Здесь двери открыли для тех, кому некуда было пойти. Таких 29 человек. Сейчас помощь им оказывают соцработники и психологи. Многие до сих пор переживают стресс. Ну, еще не уснули. Произошел взрыв. Окна, стекла, все полетело. Мы соскочили, смотрим, пожар. Все горит кругом. Конечно, главный вопрос – какая помощь будет оказана? Глава вновь подтвердил, 1 на 1 с бедой не останется никто. Будут привлечены все необходимые ресурсы, помощь окажут и строительные компании региона. Не переживайте, мы везде вас поддержим, поможем. Параллельно, значит, муниципальная комиссия должна отрабатывать сейчас по ситуации, у кого машина сгорела, у кого какой ущерб и так далее, и так далее. Мы эту тоже работу проводим. Параллельно службы все, электрики, газовики, коммунальщики, все, кто должен находиться сегодня на территории, они все там находятся. На постоянном контроле и здоровье раненых Мурат Кумпилов побывал в Энемской районной больнице, куда ночью доставили 7 человек. Среди них Елена Петрук, получившая осколочное ранение. Говорит, помощь пришла оперативно. Все помогали. Все соседи, и все близлежащие, все абсолютно. И были кто врачи, если даже дома, тоже помогали все делать. Еще 2 пострадавших в реанимации первой краевой больницы, но угрозы жизни нет, подтвердили врачи. Больших прям хирургических вмешательств, слава богу, не потребовалось никому. Всем была выполнена хирургическая обработка в том объеме, которая необходима была для данных пациентов. А на месте ЧС к восстановительным работам строители уже приступили. В первую очередь меняют разбитые окна. Там, где проживание будет признано безопасным, люди смогут сразу вернуться в свои дома в ближайшее время. Евгения Федосеева, Виктор Бердасов, Вести, Адыгея.
Колонна спецтехники МЧС Абхазии направилась из столицы республики к высокогорному озеру Рица, где пройдут комплексные тактико-специальные учения. Спасатели будут отрабатывать навыки взаимодействия различных подразделений при устранении последствий схода снежных лавин и проведения поисково-спасательных работ в условиях высокогорья. Также проверят готовность спецтехники и личного состава к работе в зимний период. В учениях задействован личный состав спасательного отряда, Государственной инспекции по маломерным судам, медицинского управления, а также отдела пиротехники. Последний раз аналогичные учения на Рице проходили в феврале 2024 года. Министерство просвещения опубликовало комментарии министра Ханны Гунба по заявлению оппозиционных общественно-политических организаций относительно деятельности министерства. Относительно публикаций, появившихся в социальных сетях, заявления общественно-политических организаций относительно деятельности Министерства просвещения хотелось бы прокомментировать. Министерство просвещения Республики Абхазия имело встречу с руководством Московской области в части строительства образовательного учреждения. Нами обсуждались вопросы образовательного характера, обсуждались вопросы учебной наполняемости образовательного учреждения. Хотелось бы отметить, что для реализации такого масштабного крупного проекта необходимо пройти несколько стадий. Это не так легко. Это стадия согласования, определения места строительства школы, какие-то архитектурные решения, техническое задание строительства и так далее. Значит, мы очень рассчитываем и надеемся на то, что действительно этот проект будет реализован в нашей стране. В рамках наших встреч вопросы стоимости строительства образовательного учреждения нами не обсуждались. И отказа в реализации данного проекта не было. Хотела бы отметить, что за предыдущие годы очень много мероприятий совместных было проведено между Министерством просвещения Республики Абхазия и Российской Федерации. Наши мероприятия направлены на то, чтобы давать возможности нашим детям получать новые знания, новые возможности. Любой проект, который направлен на повышение качества образования нашей страны, любой проект, который направлен на предоставление новых образовательных возможностей для учащихся нашей страны, нами только поддерживается. Мы в своей деятельности открыты. Мы открыты для любого диалога. Деятельность Министерства просвещения направлена исключительно на созидание нашей страны. Евросоюз и общий южноамериканский рынок Меркосур в субботу заключили соглашение о свободной торговле, несмотря на непрекращающиеся протесты в Европе. Договор, который обсуждался более 25 лет, был подписан в Парагвае. Протесты французских и испанских фермеров нарушили дорожное сообщение между двумя странами. В общей сложности в акции протеста принимают участие 200 аграриев из Франции и Испании. Они вышли на дороги, задействовав 108 тракторов. Фермеры опасаются, что европейский рынок будет затоплен дешевой продукцией, что приведет к резкому падению цен на их собственную продукцию и разорению. Но особую критику вызывают двойные стандарты Брюсселя. Ирина Аршба продолжит тему. Европарламент заморозил торговую сделку ЕС со странами Южной Америки и запросил суд ЕС проверить, что договор не нарушает законодательство. Подписание сделки вызвало шквал критики и требования отставки главы ЕС Урсулы фон дер Ляйен. Основная причина недовольства – подписание в обход парламентов стран ЕС. В вину фон дер Ляйен ставится обман не только европейских политиков, но и обычных граждан. Международное торговое соглашение должно быть одобрено национальными парламентами. Очевидно, что пока в Венгрии национальное правительство, мы никогда не одобрим соглашение с Меркосур. Госпожа фон дер Ляйен и ее комиссия обманули парламенты, создав вспомогательное правило, утверждающее, что, конечно, национальные парламенты примут решение.
Но тем временем подписанное соглашение может временно применяться. Фермеры возмущены не только потому, что соглашение приняли против них, но и потому, что их держат за дураков и хотят обмануть. Говоря о недовольных фермерах, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан имел в виду протестующих, которые вышли на улицу, чтобы выразить свое недовольство. Тысячи французских фермеров вместе с коллегами из Германии, Италии и Польши пригнали свои тракторы к зданию Европейского парламента в Страсбурге. Мы устали от европейского сельского хозяйства, потому что знаем, что наше сельское хозяйство лучшее в мире с точки зрения качества. А что касается продовольственной безопасности, мы устали от импорта небезопасных и некачественных продуктов. Я бы посоветовал ей приехать к нам и посмотреть, на что мы способны в плане качества продукции, а затем поехать в Бразилию и посмотреть, что она там будет есть. Для нас, для французских фермеров, это будет просто губительно. Мы здесь, потому что мы не верим нашему правительству. И мы надеемся, что сегодняшняя акция протеста изменит эту тенденцию. Фермеры опасаются, что европейский рынок будет затоплен дешевой продукцией, что приведет к резкому падению цен на их собственную продукцию и разорению. Но особую критику вызывают двойные стандарты Брюсселя. Импортируемые товары часто производятся с использованием методов, которые в ЕС считаются неприемлемыми. Южноамериканские производители имеют более низкие издержки производства из-за более мягких экологических стандартов, меньших затрат на рабочую силу и отсутствия столь строгих регуляций в области охраны окружающей среды и животноводства. Однако ЕС, продвигая зеленый курс внутри себя, парадоксальным образом импортирует продукцию, произведенную с нарушением тех же принципов. Очень часто войны и иные такие конфликтные ситуации возникают в силу того, что не справляются внутренне гармонично выстраивать решение определенных процессов, и энергетически смещается поле противостояния, противоречий, как бы происходит перенос вот этих противоречий на военные вот эти события. И это отвлекает и каким-то образом, может быть, дает по представлению политических акторов, может быть, дает время для того, чтобы перегруппироваться и что-то новое сделать. Мы все видели, что происходят серьезные процессы в сфере промышленности, да, в европейских странах. В частности, они же вот как раз хотят сохранить свои позиции в автопроме и так далее. А это достаточно сложно с учетом появления новых, очень сильных игроков на международной арене, таких как производителей новых стран. Однако на фоне недовольства и кризиса в самом ЕС Брюссель продолжает финансирование Украины. В январе Брюссель принял соглашение по выделению Киеву кредита в размере 90 миллиардов евро на военные нужды и поддержку бюджета страны. И без того закредитованная Украина получит еще больше долговых обязательств, но за все приходится платить. Поэтому глава МВФ выступила с новым предложением. Чтобы получить новый транш от организации, Киеву предложили урезать субсидии на электроэнергию и отопление на фоне энергетического коллапса. Но и это далеко не все советы от Георгиевой. Вы должны верить в себя, как в льва. Поэтому вставайте утром и рычите. Уверенность имеет значение. И я говорю вам из собственного опыта, болгарского опыта, что это будет нелегко. Но если у вас есть эта уверенность, и вы демонстрируете ее день за днем, если вы оставите в стороне внутренние споры, если вы навсегда похороните коррупцию, конечно, вы добьетесь успеха. До сих пор субсидируется электроэнергия, отопление. Мы знаем, почему страна это делает, но от этого нужно избавиться. А посмотрев на успешный в кавычках путь на Запад, власти Молдавии решили последовать примеру соседей из Украины и запустили процедуру выхода из СНГ. Соглашения о свободной торговле в СНГ облегчают экспорт молдавской продукции и доступ к рынкам стран-участниц, способствуя развитию региональной экономики. Участие в общих экономических инициативах укрепляет потенциал Молдовы как страны-участницы. Я бы хотела обратить внимание, вот мне вызвал интерес выступление
выступление представителя Канады, который обратил внимание как такую характеристику этих процессов, и он сказал вообще о состоянии суверенитета, что суверенитет сохраняется на международном уровне за сильными странами, которые могут проводить свои интересы. Я думаю, что каждая отдельная страна определяет для себя вектор развития. И с этой точки зрения последовательно движется в этом направлении. Очевидно, эта страна определила для себя вектор и имеет определенные обязательства, которые его держат эту страну и не дают, может быть, учитывать вот в те моменты, о которых вы сейчас сказали, с точки зрения собственных интересов. Ну и тут же, я думаю, опять тоже противоречие сочетания публичных и частных интересов под давлением всех этих обстоятельств тоже сложно определяется и внутри стран. Ожидает ли Молдову та же участь, что и Украину, статус дотационной территории, живущей в долг, покажет время. Но одно уже ясно точно. Выбор в пользу Украины или любого другого нового потенциального участника лишь усилит кризис в Евросоюзе. Ирина Аршба, Гогут Савардания, Ахра Амичба, Абхазское телевидение. Алиса Барзаня назначена пресс-секретарем МИД Абхазии. Ранее она занимала пост заместителя руководителя аппарата Министерства иностранных дел. Капитальный ремонт начался в литературно-мемориальном музее Дмитрия Гулия. Работы проводятся за счет средств госбюджета. На первом этапе выделено 38 миллионов рублей. Большинство экспонатов перевезены на временное хранение в Национальную библиотеку. Шазина Ханагуа побывала на месте работ. Масштабный капитальный ремонт в литературно-мемориальном музее Дмитрия Гулия начался несколько дней назад. Здание, в котором расположен музей, построено в 1911 году. Дом музея открылся в 1974 году. И с тех пор капитальный ремонт здесь не проводился. Частичные работы осуществлялись неоднократно, но этого было недостаточно. Сотрудники музея давно ждали этого важного события. Частичные ремонты производились и в 90-е годы, и в 2013 году фонд был перестроен, но частично. И 2 года назад мы на первом этаже тоже производили частичные работы. Вот 6-й зал, например, отремонтировали. Но здание очень старое, столетнее. Оно требует, естественно, капитального ремонта. И вот сейчас, вот на самом деле, вот начался этот капитальный ремонт. Я очень надеюсь, что все будет нормально и что мы войдем в новое, современное, но не теряя своего лица, сохраняя атмосферу дома Гулия, мы войдем уже в иных условиях, можем работать. Ремонтные работы сейчас находятся на начальной стадии. В музее заменят электропроводку, обновят фасад, наладят системы отопления и вентиляции. Пластиковые окна заменят на деревянные, а старые межкомнатные двери отреставрируют. Предусмотрено здесь практически в полном объеме ремонт внутренних помещений. Это начиная с пола, с проемов дверей, окон. Здесь существуют пластиковые окна снаружи, облицованы. Они, работники Дома музея говорят, что это уже современные технологии, надо воссоздать его, былой вид. И теперь, решение такое есть, что надо их все заменить на деревянные, конструкции. Те двери, которые, в его бытность были изготовлены, которые подлежат восстановлению, реставрации, те мы будем реставрировать их здесь, на месте. А те, которые не можем восстановить, есть такие тоже, которые уже испорчены совсем. А по аналогии старым мы такую же форму создаваем, мы будем новые изделия готовить и устанавливать. Дом-музей Гулия – объект историко-культурного наследия Абхазии. Историческому памятнику будет возвращен первозданный вид. Заказчиком выступает УКС, а подрядчиком – Абхазстрой. Крыша будет полностью заменена. Старое железо начало ржаветь и частично пропускать воду. Сметная стоимость проекта на первом этапе сейчас 38 миллионов.
сроки до конца года мы практически должны завершить эту работу. Смета, которая сегодня существует, по которой начали работать, эта смета предусматривает капитальный ремонт основного здания. Но мы уже обговаривали с руководством страны и с министром культуры о том, что мы же государство выкупило те комнаты, которые принадлежали частным лицам, которые находятся в здании этого музея. Уверена в том, что, естественно, иначе нет смысла. В 2 этапа будет ремонт, и вот вторым этапом уже пойдут вот эти комнаты, которые были выкуплены государством в пользу музея. Теперь музею принадлежит все здание, за исключением на 2-м этаже живет одна семья, но сейчас нет такой возможности выкупить эту квартиру. А в дальнейшем мы, конечно, тоже это предусматривается. По словам Вадима Ладаря, в планах сделать отвод грунтовых вод, установить дренажную систему. Дом-музей Дмитрия Гуля в Сухуми играет важную роль в культуре Абхазии. В музее представлено более 20 тысяч экспонатов, связанных с жизнью и творчеством народного поэта. Среди них личные вещи, рукописи, фотографии, книги и бюсты. На время ремонтных работ эти экспонаты перевезены на хранение в Национальную библиотеку. Вот у нас был демонтаж, мы своими силами демонтировали экспозиции, и экспонаты собирали, упаковывали, то есть это все очень большой труд. И перевозкой занимались мы совместно с работниками УКСа, и теперь ребята уже начали работать, и уже 2-й или 3-й день, пока они, естественно, расчищают место для начала работы. Литературно-мемориальный музей Гуля открывает дверь в удивительный мир творчества великого писателя. Здесь каждый посетитель может прочувствовать глубину его таланта и вдохновения. Музей пользуется спросом не только среди жителей республики, но и у гостей Абхазии, которые хотят прикоснуться к культурному наследию выдающегося народного поэта. Отсюда выходит в таком каком-то очень совершенно другом настроении, потому что здесь другая атмосфера. Здесь заходишь, и ты видишь ту атмосферу, которая была при жизни Дмитрия Ильича Гуля, и все, что окружало его. И как-то люди на это очень реагируют, и как-то им это очень нравится. И мы сохранить хотим эту атмосферу. То есть не осовременить этот музей, а сделать его на современном уровне, но тот же музей оставляет ту же атмосферу, то же лицо, потому что это мемориальный музей. И поэтому тем он и ценен. Литературно-мемориальный музей Дмитрия Гуля – настоящий очаг абхазской культуры. Это не только памятник великому просветителю, но и дом для всех тех, кто любит и интересуется литературой. Масштабный капитальный ремонт проводится за счет средств госбюджета. Шазина Ханагуа, Данил Ханагуа, Абхазское телевидение. Произведен капитальный ремонт отделения хирургии Гагрской ЦРБ. Его планируют запустить в начале февраля, рассказала спутник главврач медучреждения Индира Арсалия. Полностью заменены канализационная система, электропроводка, водоснабжение, установлены новые системы отопления, уложены теплые полы. Кроме того, закуплено специализированное оборудование, операционная мебель, отремонтированы холлы, кабинеты и палаты. На ремонт отделения из бюджета Гагрского района было выделено около 49 миллионов рублей, и примерно 9 миллионов рублей выделили со спецсчета районной больницы на приобретение мебели, уточнила Арсалия. В Очамчире проходят масштабные работы, направленные на улучшение водоснабжения и дорожной инфраструктуры. В рамках проекта будут заасфальтированы 13 улиц города, которые ведут на центральную набережную. Работы планируют завершить в марте этого года. Айлита Арутюнян расскажет детали. На улице Арценба специалисты работают, не покладая рук. Идет замена трубопровода. Эти работы – часть масштабного проекта по обновлению дорог. К укладке асфальта готовят сразу 13 улиц, которые ведут к центральной набережной, что позволит улучшить дорожную инфраструктуру города. Но в течение 5-6 лет, что у нас сейчас в данное время происходят такие большие изменения, что можно сказать, кроме хорошего, и огромная благодарность нашему нынешнему правительству и нашим главам администрации, предыдущему Бесиков Беглава, нынешнему
Нет слов. Большое-большое спасибо. Кроме того, что продвижение, асфальт делают, берег на берег стал похож, все процветает понемножку. Подготовка к укладке асфальта на улице Ардзенба, как и на других улицах, включает в себя несколько этапов. На начальной стадии при замене водопровода отключается вода. Полностью кварталами водопроводных труб не меняли. Мы занимались текущими работами, устраняя утечки. Теперь есть такая возможность на тех улицах, которые сегодня ресурс полностью исчерпан, на это есть у нас материал, прокладывать полностью новые водопроводные трубы на тех кварталах. Сделаны уже 6 улиц, осталось еще 7 улиц. Масштабные работы, проводимые администрацией Ачимчирского района, направлены на решение проблем водоотведения. Эти меры призваны комплексно решить проблему изношенных коммуникаций перед обновлением дорожного полотна, чтобы избежать повторного вскрытия асфальта в будущем. Первоначальный этап, отнимая у людей воду, прокладываем трубы рядом с тем действующим водопроводом. И после того, как мы уже трубы проложили, после этого подаем воду людям через новую трубу, а старую ликвидируем. Также по улице Когония велись работы по расчистке ливневок, которые выходят в море. Это тоже в рамках этого же проекта, и ливневки имеют отношение прямое к водоканалу. И мы эти работы провели вчера. Все, что касается ливневкам, водопроводным стекам, канализационным сетям, все работы ежедневно проводятся. Все работы планируют завершить в марте этого года. Аэлита Арутюнян, Анатолий Маланя, Абхазское телевидение. 17 и 18 января в Абхазии прошел интенсивный курс тактической медицины в рамках проекта «Апснатрайл. Школа выживания». Участника конкурса «Гостеприимная Абхазия». Курс провели приглашенные эксперты, инструкторы Нижегородское экстрим-сообщество «Выжить любой ценой», специализирующиеся на первой помощи в экстремальных условиях. В ходе занятий были отобраны жизненно важные навыки, отработаны жизненно важные навыки, а также достигнуты предварительные соглашения о реализации совместных программ по развитию экстремальной медицины и безопасности в Абхазии. Те знания, те умения, которые даю, они двойного назначения. Они как применимы как и на поле боя, так и в обычной гражданской жизни, потому что, к сожалению, каждый день что-то происходит, какие-то ДТП, возможно, бытовые травмы. И нужна крепость руки, и, соответственно, должны быть знания. Более того, это все можно применить в туризме, потому что край туристический, горы, походы, восхождения, и, соответственно, это может пригодиться и в туризме. Мы прошли вместе за 2 дня двухдневный курс по тактической медицине. Тактическая медицина объединяет в себе навыки оказания первой помощи в экстренных ситуациях, при чрезвычайных обстоятельствах, такие как остановка кровотечения, восстановление дыхания и многое-многое. За эти 2 дня мы получили очень большой опыт. Новая сельхозтехника для крестьян. Администрации сел Абхазии получили новое сельскохозяйственное оборудование. Это более 60 единиц. Государственная программа развития сельского хозяйства продолжает свою работу. В этом году сумма финансирования составит 500 миллионов рублей. Подробности в репортаже Гугуцы Вардания. 32 единицы мини-тракторов, 25 мотоблоков и другой сельскохозяйственной техники для сельчан. Все это значительно облегчит работу крестьян в районах. Минсельхоз страны продолжает государственную программу по развитию сельского хозяйства. Программу 2025 года, где было выделено с бюджета 150 миллионов рублей. Это сегодня идет процесс выделения участникам проектов именно мини-техники. Как вы знаете, было указание, поручение президента республики оказание помощи фермерским хозяйствам на селе, малым и средним предпринимателям.
Вот с целью достижения этой вот задачи мы как раз-таки в этих проектах уделили внимание для того, чтобы могли показать хотя бы какой-то техникой для тех, кто занимается именно сельским хозяйством. Многие из тех, кто получают силами государства, с помощью государства получили и имеют большие подсобные хозяйства, такие как вот до 1-2 гектаров новых заложенных садов, субтропических культур. В Аталквицыне из отары выращивает фихуа, инжир, хурму и другие фрукты. В общем, в саду больше 2000 корней деревьев. С подобной техникой работу выполнять легче, отмечает крестьянин. Ну, технику мы заряжаем зимою, по кисне на поле чекал на поле. Они и учевару, обжаров, кайфира, катал, псаров, и рутикаров, чекал, по кисне пола. Глава администрации села Ткварчал Эдуард Кварчи отмечает, что сельчане в этой местности не раз получали поддержку по программе развития сельского хозяйства. И сегодня они получают новую технику для сельхозработ. Программа Алагала усвоишься подсвет и хаукахет кытана хадаки шуксык бжебеш закон района Хадара Цхра Консо министерства кытаве кытала холара управление конпи и хаду квотала рибарих пас тапшба вот чаке хада азбух кобуси хавет. Абри уже из-за пщиков, ткварчала, кытаяться такое, абри трактора духа хачтова близко. За время существования программы развития сельского хозяйства успешно реализовано десятки проектов в селах Абхазии. В 2026 году государство увеличило сумму финансирования. Она составит 500 миллионов рублей. Гугу Цавардания, Фатима Герги, Алексей Гухава. Абхазское телевидение. Олег Лакарба – заслуженный работник физкультуры и спорта Абхазии, судья национальной категории по волейболу, кавалер ордена Ахтзапша. Сегодня отмечает 85-летний юбилей. С 1968 года он начал работать тренером мужских команд по волейболу, затем перешел в женский волейбол и до 2001 года тренировал только женщин. После вновь стал заниматься подготовкой и мужских команд. Несмотря на солидный возраст, Олег Лакарба тренирует молодежь по сей день. В Республиканской детско-юношеской спортивной школе состоялся волейбольный матч, приуроченный к 85-летию тренера. Олег Лакарба, ветеран национально-освободительного движения абхазского народа, был в числе подписавших абхазское письмо 130. В ЦК КПСС в 1978 году был инициатором создания Гудаутского отделения организации Айтгылара. В ходе июльских столкновений 1989 года был ранен, арестовывался грузинскими властями, подвергался допросам. Во время Отечественной войны народ Абхазии входил в штаб народного ополчения, где возглавлял информационный отдел. Участвовал в боевых операциях. Награжден орденом Ахтзапша 3-й степени. Я не знаю никого на сегодняшний день из тренеров, которые в советское время были известны по всему Советскому Союзу, и на сегодняшний день единственным тренером таким является Олег Кучевич. Что я хорошо помню, когда Олег Кучевич тренировал сборную Абхазии, гудаутскую команду. Я вам скажу одну вещь, которую единственный человек, который это сделал, был это он. Единственная команда на всех спартакиадах школьников там, Грузии, СССР, которая приветствовала своих соперников на родном языке. Сейчас уже все приветствуют БЗЕ, но это первый, кто это сделал, это был он. 3 финиковые пальмы высотой более 3 метров высадили в Сухуми на проспекте Леона. Деревья, которые ранее стояли на этом месте, были удалены из-за болезни, рассказал заместитель главы администрации столицы Константин Тарба. Озеленение города для нас приоритетная задача, которую мы будем реализовывать в полном объеме в 2026 году, подчеркнул он.
Одним из подразделений администрации города Сухум, МУП «Зеленый город», сегодня на улице Леона высаживаются 3 финиковые пальмы, подаренные нам депутатом Народного собрания парламента Республики Абхазия Кулария Алисой, за что мы выражаем ей огромную благодарность. Всего нам подарили 3 финиковые пальмы высотой более 3 метров. Пальмы были завезены из-за границы. Пальмы высажены именно на этих местах, потому что в этих местах ранее были удалены заболевшие пальмы. Как и говорили ранее, озеленение города для нас приоритетная задача, которую мы будем реализовывать в полном объеме в 2026 году. А сейчас расскажем о погоде в ближайшие сутки. В четверг, 22 января, в Абхазии ожидается облачность с прояснениями. Погода без осадков. В горах ночью возможен снег. Температура воздуха ночью -1, +3, днем +5, 10 градусов. Температура морской воды +9. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. До встречи в эфире.